Всем привет, с вами Inside Apple, и вчера прошла ежегодная выставка разработчиков WWDC 2014, на которой Apple показали нам два новых продукта, это iOS 8 и iOS 10 Yosemite. Давайте же взглянем на них, и я расскажу о своем мнении. Давайте начинать. Поехали! И поговорим сначала об iOS 8. Я тут себе на своем iPad какие-то быстрые пометки-то написал, но все равно будем говорить в виде такого лайфа. Итак, начнем, конечно же, с дизайна. Как и предполагалось, iOS 8 каких-то суперских дизайнерских новых решений с собой не принесла. Это все та же iOS 7, только с новыми фишками. Но главное, эти фишки спрятаны вообще под капотом, но об этом чуть позже. Сначала про дизайн. Мне не очень понравилось несколько фишек. Это быстрые контакты, то, как реализованы ответы в сообщении видео или фото или голосом, мне эта менюшка вообще не понравилась. По-моему, дизайн стал каким-то слишком нагроможденным, то есть какие-то элементы просто не нужны. А сама iOS 8 теряет всю ту простоту, которую принесла с собой iOS 7. То есть для меня это не очень понятно. Собственно, как я сказал, это немножко как-то похоже на колхозность, то есть, сами посудите, вот вам скрин быстрых контактов, но они туда, никуда, согласитесь, это не мое мнение. Далее представили огромное множество новых APK для разработчиков. Тут уже я ни к чему не передерусь. Apple показали, что они на коне, они на высоте, всем до них очень далеко. Поэтому, если вы хотите ознакомиться со всеми новыми APK, что они могут, какие возможности для разработчиков есть, то зайдите на сайт Apple и посмотрите. Я теперь сейчас перечислять не буду, так как я, во-первых, в этом не шарю и ничего, в общем-то, не знаю. Однако про одно APK HealthKit, который приносит с собой здоровье в iOS, так сказать, мы поговорим в конце этого видео. Ну а сейчас переходим, собственно, к OS 10. OS 10, как вы знаете, теперь называется Yosemite. Она получила дизайн iOS 7, как сказать iOS 7, то есть она стала теперь такой же плоской, как iOS 8, iOS 7. То есть к общему знаменателю приравняли систему. Мне это очень нравится. Не знаю, почему многие говорят, что убили iOS 10, все, Apple уже не тот. Мне очень нравится плоская iOS 10. По-моему, это очень красиво. Работать на ней будет классно, ничего не будет отвлекать от контента. Это мое мнение. Соответственно, на дизайне не будем тоже останавливаться, потому что он очень похож на iOS 7. То есть да, если бы не было iOS 7, а представили такую iOS 10, то сейчас бы тут был очень большая дискуссия, мы бы поговорили об этом, но так как мы уже все знаем, это как бы и так известно было, едем дальше. Следовательно, дальше также APK для разработчиков OS 10 огромное количество. Также показали новый язык программирования Swift, который в реальности на самом деле революционный. Если, к примеру, в каком-то Objective-C, я в этом тоже ничего не знаю, поэтому не буду заострять внимание, вы писали 3 строчки, то в Swift вы можете все это написать в одну строчку. То есть, разработчики, говорят, очень сильно оценили. Также у OS X в Yosemite есть много фишек новых. Как я уже говорил, вся презентация была нацелена на разработчиков и проходила под лозунгом «Спасибо вам, разработчики», так как если вы не разработчики, уже 3 раза сказал это слово, которые делают программы, игры для ваших смартфонов, планшетов, компьютеров, в конце концов, то они бы не были такими важными. И Apple даже показали нам ролик, в котором они приносят благодарность разработчикам, они показывают людей, которые не могут жить без каких-то приложений вообще, то есть не представляют свою жизнь. Разработчикам, я думаю, было это приятно. Уже 300 раз сказал слово разработчики, да ладно. Теперь перейдем к iWatch. Почему iWatch? Потому что представили HealthKit. Я объясню свое мнение. Что такое вообще HealthKit? Это вещь, которая объединяет все данные с умных устройств, которые следят за вашим здоровьем, в одно приложение, в одну статистику. То есть у вас есть, к примеру, умные весы от Philips, браслеты от Jawbone и, я не знаю, какой-нибудь шагомер от Nike, да? И все статистика с них хранится в разных приложениях, на разных серверах и тому подобное. С HealthKit, также с приложением Health, Apple дает возможность все это объединить вместе. То есть сколько вы прошли благодаря шагомеру, который следил за этим, сколько вы весите благодаря весам Philips, все это в одном приложении. Почему iWatch? Я считаю, что это какой-то неправильный шаг на пути к iWatch, так как вы скажете,
А тут в том же S-Health все реализовано точно так же. Но в S-Health все работает со своими датчиками, со своими устройствами. Тут же работает с огромным количеством. То есть как-то это на iWatch меня не наводит. Но это мое мнение. Собственно, iOS 8 мне понравилось, конечно, так как под капотом там столько новых изменений. Ну, все реально классно. Работать она будет очень классно. Однако, если говорить о том, насколько она новая, это должна была быть iOS 7. То есть это доработанная iOS 7 с какими-то новыми фишками. То есть, это такое мое мнение. Кстати, я ее уже поставил себе на iPhone 5s. И совсем скоро после выхода этого видео выйдет на канал полный обзор iOS 8. Ждите. По поводу OS X 10, тут 10 из 10, все, что как я хотел, но опять же революции какой-то не случилось. Поэтому, как-то так. Однако я думаю, на компьютере это будет реально классно, заметно, и работать станет еще приятнее. И Windows 8 вообще теперь, очень далеко от macOS 10. Собственно, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите мне в Твиттер, ВКонтакте, на почту. Обязательно пишите, я отвечу всем. Ну а на этом все. С вами был Inside Apple. Пока.